День за днем мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, мы расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии для вас работает Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Масштабировать опыт республики на регионы России. В постпредстве Якутии в Москве прошла встреча с федеральными экспертами, организаторами первого антифашистского форума. Мы думаем, как этот положительный опыт Республики Саха не просто, во-первых, стал единоразовой такой акцией. Первый дом на проспекте Михаила Николаева ввели в Якутске. Ключи от жилья вручили 123 участникам долевого строительства. Если говорить вообще о вводе жилья по республике, то у нас в этом году ввод жилья составляет 705 тысяч квадратных метров. Это рекордный показатель со времен СССР. Хирурги республиканской больницы номер 2 провели десятки операций в Нерюнгринском районе. В Якутии стартовал уникальный проект «Мобильный хирургический центр». Потребность у нас высокая очень в травматологах, ортопедах, учитывая, что здесь имеется ангиограф, это наши сосудистые хирурги, плюс колопроктологи. Крещенские купания прошли в республике на этой неделе. Чин освящения воды провел архиепископ Якутский и Ленский Роман. Ну классно, ну жарко, прям вот жарко. Такие иголочки, как будто много-много тыкает иголочек. Очень приятно, ощущения очень приятные. Путешественники-экстремалы доехали по зимнику до Мирнинского района на «Москвиче» 81 года. Водители говорят, экстремалы вдохновляют рвануть по стране на собственном авто. Мы поняли, что нужно показывать эти путешествия, показывать, что сейчас путешествие стало еще более доступно. И именно поэтому мы на «Москвиче» здесь. У городов ДНР Кировская и Докучаевск взаимно меняются регионы шефа. Владимирская область теперь будет помогать Кировскому, а Якутия – Докучаевску. О планах по восстановлению городов рассказали в Докучаевске на совещании. Отметим, за время шефства Якутии в городе Кировское восстановлено более 50 объектов. В том числе проведены работы по ремонту центральной городской больницы, 2 школ, 3 детских садов, музыкальной школы, городской библиотеки, тепловых сетей, линий наружного освещения. Налажено электроснабжение, проведено благоустройство парка Победы и детской спортивной площадки, открыты современные МФЦ и IT-центр, первый в ДНР. Продолжаются повсеместные меры социальной поддержки участникам специальной военной операции. Так, на базе реабилитационного центра оздоровительные курсы реабилитации прошли 200 участников СВО и 162 члена их семей. В центре реабилитантам оказывается социально-психологическая и социально-медицинская помощь, направленная на восстановление функционального состояния организма. Им на месте оказывают помощь психологи и психотерапевты. Также проводятся консультации по вопросам получения профессионального образования и переподготовки. Продолжается мероприятие по информированию и консультированию участников спецвоенной операции и членов их семей. Всего проведено более 35 встреч с различными ведомствами и организациями. Эти меры позволили придать совместной работе плановый характер. Наблюдается увеличение охвата граждан совместными и просветительскими мероприятиями. Правительство России продлило действие мер соцподдержки для медицинских работников, оказывающих помощь участникам спецоперации. Максимальный размер выплат составит 100 тысяч рублей в месяц. Их могут получить руководители медорганизаций, заведующие хирургическими отделениями, хирурги, анестезиологи и реаниматологи, которые участвуют в операциях. Кроме того, на выплаты могут рассчитывать медработники со средним профессиональным образованием, работающие в бригадах скорой помощи и участвующие в проведении судебно-медицинской экспертизы. Конкретный размер выплат зависит от занимаемой должности и суммарно отработанного времени. Единый координационный центр республики продолжает работу по оказанию помощи бойцам из Якутии, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Недавно в зону СВО была отправлена партия автотехники, которую предоставили предприятия и организации региона. Также продолжается формирование заявок от бойцов и подразделений на обеспечение гуманитарной помощью и техникой. Маскировочные сети, пологи, блиндажные свечи и другой гуманитарный груз постоянно доставляется в Донецкую и Луганскую народные республики. Сейчас готовим продуктовые подарочные наборы для наших бойцов к 23 февраля. Идет планомерная работа с местными производителями мясной и рыбной продукции, которая будет закуплена Северо-Восточным фондом помощи и поддержки Донбасса.
Оперативный штаб в Якутске продолжает плановую системную работу. Организованы выезды представителей в зону проведения специальной военной операции, чтобы собрать заявки, посмотреть реальные нужды фронта, которым мы можем чем-то помочь. Управление автодорог Якутии передало автомобиль УАЗ «Патриот» представителям регионального исполкома президентского движения «Народный фронт» для помощи военнослужащим из Якутии, задействованным в зоне специальной операции. Отметим, что «Народный фронт» совместно с республиканскими и городскими предприятиями отправляет на СВО уже 3-ю партию автомашин. Управление Госстройжилнадзора Якутии передает эстафету Якутскому коммунально-строительному техникуму по изготовлению блиндажных свечей для участников СВО. В техникуме прошел мастер-класс по их изготовлению, который провели сотрудники управления. Подробнее о мероприятии расскажет наш корреспондент Тимур Колмогоров. Блиндажную свечу, которую используют военные в полевых условиях, само по себе можно создать своими руками из подручных средств. Так, для этого нужна лишь жестяная банка, парафин и гофрированный картон, который используется вместо фитиля. Такие свечи горят от 2 до 8 часов и выполняют одни из самых важнейших функций для наших бойцов. Это обогрев, освещение и приготовление пищи. Более 170 студентов и сотрудников техникума приняли участие в мастер-классе, начиная работу с самого утра. Техникуму для изготовления блиндажных свечей управлением Госстройжилнадзора Республики было передано 1000 банок и 100 килограмм парафина. Мы работаем в 2 смены. Утром до обеда сюда приходили студенты второй смены, а после обеда, как вы видите, подошли студенты, которые первую смену уже отучились, и преподаватели в свободное от своих занятий время тоже пришли сюда. Для свечей необходимы очищенные от грязи и этикеток банки любых размеров. Наиболее подходящими считаются банки из-под сгущенки. Сердцевину, гофрированный картон, кладут внутрь в форме звезды. Для того, чтобы лучше горело, чтобы равномерно горела свеча. Картон разрезаем их по размеру и подгоняем в банку. Нам объяснили, показали, как делать, и мы делали. В прошлом году сотрудники управления Госстройжилнадзора Республики одними из первых подхватили инициативу по изготовлению блиндажных свечей в регионе. К концу 2023 года они изготовили и отправили в зону спецоперации более 2500 свечей в помощь бойцам из Якутии. Мы когда отправляли наши свечи, получали обратную связь от участников специальной военной операции. И участники, конечно, благодарят нас и считают, что необходимо такие свечи еще дополнительно отправлять. За время мастер-класса его участниками было создано более 700 заготовок блиндажных свечей. Полностью изготовленные свечи будут направлены в фонд общественного движения «Якутия с тобой», откуда после направлены вместе с другой помощью бойцам республики. Работа техникума в этом направлении будет продолжена. Тимур Колмогоров, Джулустан Иннокентьев, Якутск. В актированные дни сотрудники Покровской средней школы номер 1 посвятили себя важной миссии – плетению маскировочных сетей для нужд участников специальной военной операции. Работа кипит сразу в нескольких кабинетах образовательного учреждения. Привлечены как педагоги, так и вспомогательный персонал. В плетении используют материал спанбонд, его и прочие расходники закупили на добровольные пожертвования. Стойки сделали в школьной мастерской. Технологию плетения маскировочных сетей группе педагогов показали в ходе специального мастер-класса, который прошел в стенах школы, и теперь обучившиеся делятся опытом со своими коллегами. В общем деле у нас никто в стороне не стоит, все по мере возможности помогают, работают, учатся. Кто немножко умеет, тот делится своим опытом. Не сказать, что легкое, это, скорее всего, ответственное. И надо, чтобы прочувствовать, скажем так, да, что это мы не просто ради чего-то легкого делаем, а это ответственная работа, может, даже спасет жизнь кому-то.
В Поспредствии Якутии в Москве прошла встреча с федеральными экспертами, организаторами первого антифашистского форума в Якутске. Напомним, в декабре прошлого года республика одним из первых субъектов России провела антифашистский форум с участием молодежи, волонтеров, военнослужащих и их семей, а также общественности, представителей органов власти и муниципалитетов. Эксперты отметили высокий уровень организации форума и предложили масштабировать опыт Якутии на регионы России, активно вовлекая в патриотическое воспитание молодежи, ветеранов боевых действий и специальной военной операции. Участники круглого стола выступили с инициативой организовать антифашистское движение во всех субъектах страны, а также в дружественных России странах. Мы думаем, как этот положительный опыт Республики Саха не просто, во-первых, стал единоразовой такой акцией, а форум стал ежегодным мероприятием. Республика готова поделиться этим опытом с другими регионами Российской Федерации. Такие республиканские форумы были проведены во всех субъектах Российской Федерации либо в этом году, либо в следующем году, в год 80-летия Великой Победы и год, когда по предложению нашего президента в масштабе Содружества независимых государств этот год, 2025 год, станет годом единения борьбы с нацизмом. Мы продолжим подводить итоги недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели». Мы продолжаем. Путин заявил, что самый сложный этап в развитии Дальнего Востока пройден. По его словам, в настоящее время следует наращивать темпы развития. Глава государства отметил, что программа освоения Дальнего Востока является многовекторной. В этой связи он констатировал наличие результатов этой программы и выразил надежду на то, что граждане чувствуют это. Ранее Путин заявил, что за Дальним Востоком и Арктикой будущее России. Глава государства напомнил, что проектами по развитию Дальнего Востока руководство страны начало заниматься еще в начале 2000-х годов. Однако после 2013-го процессы стали идти более активно. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Сивцев прокомментировал совещание президента Путина, на котором обсуждались итоги визита на Дальний Восток, в том числе вопрос по Ленскому мосту. По словам Сивцева, строители готовы приступить к работам на левом берегу реки Лены. Работы начнутся после прохождения экстремально низких температур в феврале, отметил министр регионального ведомства. Напомним, в декабре 2023 года приняты стратегически важные документы для Ленского моста. Это 5-летний план дорожного строительства и долгосрочный план развития якутской агломерации с завершением строительства моста в 2028 году. Рекорд жилищного строительства побили в Якутии по итогам прошлого года. Введено 705 тысяч квадратных метров жилья. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики. Айсен Николаев рассказал, что в прошлом году в Якутии ввели около 315 тысяч квадратных метров жилых помещений в многоквартирных домах и более 390 тысяч квадратных метров в таковых индивидуальных жилых домах. Больше жилья за всю историю Якутии было построено только во времена Советского Союза. Тогда в 90-м году ввели 744 тысячи квадратных метров жилья, приводятся слова Айсена Николаева. С 2018 года в регионе введено в эксплуатацию почти 3,5 миллиона квадратных метров квартир и индивидуальных домовладений. На этой неделе состоялось вручение ключей от квартир в первом нововведенном доме на проспекте Николаева, бывшей улице Автодорожной. Данное событие входит в перечень мероприятий по реализации указа Айсена Николаева об увековечении памяти первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева. Подробности в следующем сюжете. 123-квартирный дом на новоиспеченном проспекте встретил своих первых жильцов. Многие из них приобрели квартиры по программе дальневосточной ипотеки. Благодаря ей 59 семей улучшили свои жилищные условия. В прошлом году мы оформили ипотеку дальневосточную. Успели, так сказать, к 35 годам, чему очень несказанно рады. Наконец-то приобрели новое жилье, 50 квадратных метров, очень просторная, светлая квартира. Скоро начнем делать ремонт. Мы эту квартиру купили для своих детей, для будущего поколения. И Михаил Ефимович является человеком, который всегда работал и всегда сетовал за будущее поколение. Мне было, честно, как я сказал, как житель этого автодорожного округа, что улица Автодорожная как бы безымянная получается. Ну, просто автодорожная. Сейчас она будет иметь честь носить имя первого президента.
С начала 2023 года было выдано порядка 9 тысяч ипотечных кредитов на 47 миллиардов рублей. Эти деньги, в свою очередь, направляют на строительство новых объектов. Если говорить вообще о вводе жилья по республике, то у нас в этом году ввод жилья составляет 705 тысяч квадратных метров. Это рекордный показатель со времен СССР. Поэтому, если в том числе и 315 по многоквартирному жилью. Новостройка на проспекте Николаева 2/3 положит начало дальнейшему развитию данной части города. В соответствии с мастер-планом и долгосрочным планом комплексного социально-экономического развития города Якутска, здесь планируется строительство нескольких крупных знаковых объектов. У нас планируется в этой части города строительство межвузовского кампуса, нового здания мединститута с виварием, реализация таких крупных объектов. Также в этой части города планируется строительство кинопавильона полного цикла. Тем самым мы наполним, скажем так, жизнь данной территории большими новыми знаковыми объектами. Это лишь часть из серии мероприятий по увековечиванию памяти первого президента. Так ему будет установлен памятник в Якутске и мемориальный комплекс на его малой родине в селе Актемцы. Но в Хангаласском районе создадут научно-технологический кластер «Ленский край». Будут также изданы несколько книг и снят фильм о жизни Михаила Ефимовича Николаева. Власий Сергеев, Марина Захарова, Григорий Охлопков, Якутск. На реализацию мастер-планов городов Якутска и Нерюнгри будет направлено свыше 560 миллиардов рублей. Половина из этой суммы будет вложена из федерального бюджета. Айсен Николаев выразил уверенность в том, что все планы, начиная от глобального проекта строительства Ленского моста, проведения масштабных работ по переселению граждан из аварийного жилья и заканчивая строительством социальных объектов, в том числе спортивных залов, больниц и домов культуры, будут полностью выполнены. Часть объектов мастер-плана будут сданы в эксплуатацию уже в этом году к международным спортивным играм «Дети Азии». До 30 года в Якутске планируется полностью завершить расселение аварийных домов, предоставив их жителям новые квартиры. Новый финансовый год обозначил приоритеты бюджетной политики на ближайшие 3 года. В Алданском районе она сопряжена с задачами, которые прописаны в программе развития района до 30 года. Какие направления в приоритете, знает Руслан Павлов. Бюджет Алданского района на 2024 год стал больше, но по-прежнему остается дефицитным. Его доходная часть значительно увеличилась, в основном за счет средств субсидий и дотаций, которые пойдут на повышение зарплат бюджетников, а также на оплату затрат по статьям коммунальных расходов бюджетных организаций и учреждений, которые подросли вместе с тарифами ЖКХ. Бюджет увеличился почти на 1 миллиард рублей. Но, в принципе, я так подозреваю, что это из-за того, что такие цены большие. Тарифы поднимаются, необходимо будет бюджетникам проплачивать за все комуслуги, непосредственно за учреждения. Но бюджет все равно остался у нас дефицитным. Приоритетным направлением по-прежнему остается сфера образования, которая составляет более 70% расходной части казны района. Строительство школы на Дражном, это заложено уже обязательно, на 500 мест уже у нас прям. Затем, вы видите, построили сейчас вот у нас спортивный зал возле гимназии, то есть в перспективе строительства нового спортивного комплекса на базе «Металлурга», то есть проект уже все сделан, как говорится, строительство. Реконструкция музыкальной школы, то есть здание химчистки, который там 86 миллионов у нас уже вложено туда, и, как говорится, и на оборудование. По статьям собственных доходов в текущем году значительных изменений практически не предвидится. Дефицит бюджета сохраняется, равно как и режим экономии, который связан с мобилизацией сил и средств для поддержки специальной военной операции и вклада Алданского района в достижение общих военных и политических целей. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Якутск готовится к трехмесячнику санитарной очистки. В этом году мэрия кратно увеличила финансирование управам округов и пригородных администраций на уборку и вывоз снега, откачку талых вод. В рамках трехмесячника, который начинается с 1 февраля, будет проведена работа по вывозу зимних накоплений, уборке наледей, мусора, очистке санитарных точек общественного пользования и мерзлых бытовых отходов. На данное время по всем управам Якутска идет подготовка к предстоящим работам. В настоящее время у нас ведется работа по заключению контрактов по вывозу снега, а также мы сейчас составляем план мероприятий ответственных лиц, где за какие территории, какие организации будут ответственными. А также на этой неделе у нас будет планированное совещание совместно с учреждениями, которые у нас на территории находятся.
В Якутии стартовал уникальный проект «Мобильный хирургический центр». Бригады медиков выезжают в больницы для оказания необходимой специализированной помощи. Первый пункт, куда направилась группа врачей хирургического центра Республиканской больницы номер 2, город Нерюнгри, рассказывает Ирина Жданова. Первый десант врачей уже прибыл в столицу Южной Якутии. В состав мультидисциплинарной бригады мобильного хирургического центра вошли 13 человек. 8 врачей и средний персонал. В рамках Нерюнгринской центральной районной больницы потребность у нас высокая очень в травматологах, ортопедах, учитывая, что здесь имеется ангиограф, это наши сосудистые хирурги, плюс колопроктологи. Для реализации проекта была сделана большая подготовительная работа. Нерюнгринские медики провели лабораторное и инструментальное обследование пациентов, по результатам которых хирурги центра определили показания. Это доступность специализированной медицинской помощи. Те пациенты, которые сейчас прооперируются, они должны будут в обязательном порядке направляться в Якутск. Сейчас это будет здесь у нас на месте. То есть процесс реабилитации намного проще будет. Но, естественно, затраты, время и силы на дорогу, потому что пациенту надо еще и вернуться обратно домой. Поэтому для нас это очень... В первую очередь для пациента очень хорошо. Также такая совместная работа – это практическая помощь и поддержка для местных врачей, которые ассистируют и проходят обучение на мастер-классах по разным направлениям. Что связано с этим проектом, это, конечно, оказание плановой хирургической помощи специалистами высокой квалификации с республиканского учреждения. И наши специалисты, помимо того, что они оперируют, они обучают специалистов на местах, своих коллег, для проведения такого уровня операций в последующем. В Нерюнгри бригада мобильного хирургического центра пробудет неделю. В феврале специалисты выйдут в Алдан, Ленск и так далее. Сделать качественную медицинскую помощь доступной для жителей любого населенного пункта – такую задачу поставил президент России Владимир Путин. Для каждого района будут формироваться бригады по планам и потребностям. Так новый проект поможет приблизить к населению специализированную медицинскую помощь, независимо от того, где человек живет, и в целом поднять уровень и качество медицины во всех районах республики. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Новые виды высокотехнологичной медицины помогают выявлять и эффективно излечивать онкологические заболевания. Онкохирургической службой Якутского республиканского онкологического диспансера за 2023 год было проведено более 2600 операций, из них около 170 высокотехнологичных. Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения Якутского республиканского онкологического диспансера работает с 2020 года. Продолжит тему Даяна Федорова. При проведении операции вместо привычного скальпеля в руках врача игла. С помощью нее они выполняют комплексы мини-инвазивных вмешательств. В первую очередь диагностируют новообразование, а также проводят лечебные и паллиативные процедуры для стабилизации состояния пациентов. С открытием нового онкоцентра количество высокотехнологичных операций увеличится. Планируется ввод ангиографического комплекса. То есть мы начнем выполнять внутрисосудистые операции малоинвазивные. Это операции на опухолях печени, почек, матки и других локализаций. В основном это остановка кровотечения малоинвазивным путем, без операции. И химиотерапия, локальная химиотерапия, то есть ввод химиопрепарата прямо в сосуд опухоли. За 2023 год врачами отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения выполнено около 4500 малоинвазивных процедур различных локализаций. Помимо этого появляются новые подходы в лекарственном лечении опухолей и инновационные методы исследования для диагностики рака. Алло, здравствуйте. Программа «Онкопоиск», оператора «Элита». Слушаю вас. Скрининговый онлайн-проект «Онкопоиск» на базе диспансера действует с 2020 года. Его основная цель – выявление предраковых состояний или рака на ранних стадиях. Анализ крови и скрининговые технологии проводят по 6 основным видам рака, которые являются ведущими причинами смерти населения региона. Это скрининг рака легкого, молочной железы, колоректального рака, печени, шейки матки и предстательной железы. За 3 года действия проекта было анкетировано около 22 тысяч человек. Любой человек может зайти на сайт Онкопоиск Саха РФ на телефоне через компьютер и пройти анкетирование.
При выявлении онкотирома высокой группы риска пациенту предлагается пройти обследование в условиях нашего онкологического диспансера. Это будет все бесплатно в рамках ОМС. При этом пациент может выбрать любую дату и время посещения нашей клиники. При этом необходимо только лишь согласие. Открытие нового онкологического центра запланировано в конце января. Этот медицинский объект возведен в рамках нацпроекта «Здоровье», инициированного Владимиром Путиным в 2019 году. За эти 5 лет введено рекордное количество медицинских объектов, внедрены новые методы лечения и увеличилась укомплектованность кадрами в медучреждениях. Даяна Федорова, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь на нашем канале. В эфире телеканала «Итоги недели» мы продолжаем. Авиалесоохрана планирует провести курсы первоначальной подготовки парашютистов-пожарных для 28 человек. Таким образом, в предстоящий пожароопасный сезон увеличится количество специалистов. В частности, увеличение численности парашютистов-пожарных ждут в Вилюйском, Сангарском, Алекминском, Ленском и Усть-Майском авиаотделениях. Также создадут парашютную группу в Хандыгском авиаотделении, что позволит увеличить оперативность тушения лесных пожаров по всей Якутии. Кроме того, выездное обучение запланировано в поселке Батагай и Чульман. Количество дорожно-транспортных происшествий в Якутии выросло на 9,5%. При этом сократилось количество погибших почти на 15%. Такие данные представили на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает Минтранспорта региона. По итогам заседания министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев поручил муниципалитетам увеличить финансирование мероприятий по пропаганде и профилактике ДТП, а собственникам автодорог проводить работы по содержанию объектов своевременно. Напомним, по данным ГИБДД, в Якутске за 2023 год водители со стажем менее 2 лет стали участниками 52 автоаварий. Одним из приоритетных направлений деятельности Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в республике является обучение населения безопасным навыкам поведения и профилактике травматизма среди детей. Якутские волонтеры на постоянной основе ведут работу по этим направлениям. Сегодня мы поговорим с вами о безопасности зимой. Волонтеры Национального центра регулярно в теории и на практике с детьми отрабатывают правильные действия в чрезвычайных ситуациях в природной и городской среде, проводят профилактические уроки в детских садах и школах. Основная тема таких встреч сегодня – формирование у детей культуры безопасного поведения зимой. Борьба с травматизмом и помощь детям – это наша главная задача, которой мы сейчас занимаемся. Проводя такие уроки, мы рассказываем детям, какие опасности подстерегают их. Это начиная с холодов, то есть минусовая температура, дикие собаки, дикие животные, горки, катание на ватрушках, туман и снегопад. Это наши тоже такие враги, которые могут помешать ребенку увидеть опасность. То есть транспорт, который выезжает из подворотни на дороге. Переходя дорогу, можно не только рискуешь попасть под машину, но еще и подскользнуться. Поэтому очень-очень надо быть внимательным. Снег, лед, гололед, промоины, тонкий лед – все-таки это большие опасности, которые именно зимой они актуальны. Дети узнают о правилах грамотного поведения в экстремальных ситуациях в зимний период при выходе на лед, попадании в метель. Знакомятся или укрепляют свои знания о правилах безопасного катания на горках, получают советы для профилактики обморожения. Это был полезный урок, то, что все же освежили память, то, что рассказали, напомнили, так сказать. Я частенько одеваюсь в баллоны, так, чтобы снег не попадал по сугробам, просто потому что весело. Но теперь буду правило такое знать. Лучше не ходить. Надо всегда быть на связи и всегда сохранить заряд. Нужно носить шарф, там прикрываться, чтобы не задыхаться от холодного воздуха. Это очень опасно для здоровья. Обморожение можно также получить, если тепло не одеваться. Можно посоветовать всем, чтобы держали руки в тепле постоянно. Это очень полезно для тех, кто не знает правила зимы.
поэтому советую всем послушать. Такие уроки полезны для детей всех возрастов, а взрослым нужно помнить главное – учить своих детей осторожности и всегда самим оставаться для них примером безопасного поведения. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Ну а в праздник Крещенского сочельника 18 января Исаак Николаев по традиции окунулся в Крещенскую купель на реке Лени. Иордань молитвой осветил архиепископ Якутский Ленский Роман. В 17 муниципальных образованиях Якутии были организованы 27 мест проведения обрядовых мероприятий крещения Господня. Это 17 купелей и 10 прорубей для забора воды. В период проведения крещенских купаний в республике, кроме водолазов, спасателей службы спасения Якутии и медиков, также дежурили сотрудники ГИМС, представители противопожарной службы подразделения МЧС и сотрудники правоохранительных органов. Для меня это добрая традиция православная. Мы еще с достопамятным владыкой Зосимой в далеком 2006 году начинали возрождение крещенских купаний здесь у нас в Якутске. Тогда, я помню, совсем нас было мало, человек 20, наверное, да. Но постепенно вот это превратилось уже в такое очень серьезное, богоугодное на самом деле деяние, когда мы по всей республике сегодня по 27 местам делаются такие Иордане для того, чтобы православные люди могли окунуться. 19 января и в Нерюнгринском районе сотни людей отметили праздник крещения купанием в проруби. Купель оборудовали в традиционном месте в старом городе в районе моста через реку Чульман. Наши нерюнгринские коллеги побывали на месте проведения массовых купаний. Незадолго до полуночи прошло освещение Крещенской купели на реке Чульман. Особые меры предприняли для безопасности жителей. Были установлены ограждения, теплые палатки для обогрева и переодевания, подключено освещение. За порядком следили сотрудники полиции совместно с казаками, инспекторы ГИМС, спасатели, дежурили бригады скорой помощи и сотрудники МЧС. После прошлого года, когда было минус 58 на проруби, конечно, мы все ошибки учли, все моменты, подготовились очень серьезно, заранее прорубили прорубь, заказали специальные машины, поэтому у нас, в принципе, подготовка прошла такая очень успешная, очень серьезная. Сегодня достаточно неплохая, теплая погода, сегодня минус 40 градусов здесь у нас на купели, поэтому мы радуемся, ждем православных верующих искупаться, помолиться, потому что крещенское купание заключается в том, чтобы не просто окунуться в прорубь, а именно в молитве, искупление грехов. Вместе с богатырями-мужчинами в студеную воду окунались и девушки, и даже дети. Тем не менее, некоторые не решились на этот шаг и предпочли остаться в роли наблюдателей. Их сложно осуждать. Чтобы раздеться до нижнего белья в такую пору, надо обладать завидной выдержкой. Температура воздуха в крещенскую ночь опустилась ниже минус 35 градусов. Но те, кто решился на этот подвиг, не жалеют об этом. Сегодня был мой первый раз. Я настраивалась очень долго, я очень хотела. Были отговорки, были страхи, но все равно я решилась, я пришла. Ощущения на самом деле необычные. То есть ты погружаешься в холодную воду, вокруг тебя лед. Вроде как должно быть холодно, но ощущения холода вообще нет. То есть как будто тебя выволакивает что-то такое, как будто инородное, и не теплое, и не холодное. И ощущения на самом деле очень приятные. И я планирую продолжать это каждый год. Это вообще волшебство, потому что я первый раз купалась, это вообще такое счастье, просто. В Якутии первый раз, а так, да, конечно, в Москве, в Краснодаре везде купался. Это такая легкость сразу. И хорошо, очень сейчас хорошо. Уже не жарко и хорошо. Не жарко, ну и не холодно, да, вообще отлично, супер. Я не пожалела. Купание в проруби не церковный обряд, а именно народная традиция празднования. А что касается запретов, то в этот день, как и в любой другой православный праздник, нельзя ругаться, ссориться, желать людям зла. Также лучше отложить на другое время уборку или стирку, потому что в крещение вся вода считается освященной. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Крещенские купания были и в Ленске в самом разгаре. Как только была освещена купель, началась активность населения. Окунались в прорубь даже ночью. Затишье наступило только под утро.
День сегодня выдался морозный. На улице -40 с ветром. Но верующих христиан это не останавливает. Десятки людей пришли, чтобы отметить праздник Крещения Господня купанием в проруби. Обряд это экстремальный, поэтому каждый год он проходит весело и бодро. Кристине Фроловой 24 года, но стаж купания в проруби у нее довольно большой. Сегодня девушка пришла с родителями и мужем. Но искупалась только она и ее мама. Мужчины не решились. Ощущения, признаются Кристина, непередаваемые. Холодно, а так нормально. Бодрит прям хорошо. Скажи, как вообще вот впечатления, ощущения после? Приятные. Ну, это надо решиться, и все, а потом все хорошо. В палатке, где установлена купель, довольно тепло. 25 градусов. В верхней одежде даже жарко. Работают 2 тепловые пушки. Ленчане после купания даже не торопятся одеваться. Ну, классно. Ну, жарко. Прям вот жарко. Такие иголочки, как будто много-много тыкает иголочек. Очень приятно. Ощущения очень приятные. Здесь на месте дежурят сотрудники ГИМС. Они следят за безопасностью купающихся и помогают им в случае необходимости зайти и выйти из купели, а также придерживают женщин при погружении в нее. Крещенские купания проходят очень активно. За несколько часов окунулись в прорубь более 800 человек. Ожидается наплыв населения к вечеру, когда будет завершен рабочий день. В прошлом году была активность более женщин, чем мужчины. Сейчас наоборот, мужчин больше стало. Дети купаются? Да. Даже с маленькими детьми приучают. На руках держа, заходят в купель, окунаются, выходят. Дети довольны, все хорошо. Тут же рядом с палаткой оборудована прорубь, где можно набрать воды. Здесь, кстати, со вчерашнего вечера образуется постоянно очередь. Крещенские купания продолжаются. Продлятся они до 24 часов. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Также в поселке Витим Ленского района идет строительство нового храма, который получит название Спасо-Преображенского. Открытие и освящение запланировано на май этого года. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой. Уже установлены купола и православные кресты. Строительство идет по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа. Отмечается, что на месте нового храма в прошлом стояла Спасская церковь, первые упоминания о которой известны с 1774 года. Спустя 250 лет православные верующие с нетерпением ждут открытия нового храма. Местные жители уверены, что он станет украшением поселка. Главный труженик Андрей Ильич. Мы продолжим подводить итоги недели после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. Глава Титарынского наследия Хангаласского улуса Григорий Лукин стал одним из 9 лауреатов специальной номинации «Судьба человека. Гордость Отечества» премии «Служение», которая впервые вручалась представителям муниципалитетов на ВДНХ. Победителем премии по итогам голосования объявлена глава сельского поселения в Башкортостане Ильнара Сафина. Она возглавила сельсовет, заменив на этом посту своего мужа Рустама Сафина, который в июле 2022 года ушел на спецоперацию. А вот якутянин Григорий Лукин в мае 2018 года спас из ледяной воды тонущую женщину, свою односельчанку. За этот смелый поступок глава села Титары и удостоен премии «Служение». Служение премии мы заявку дали. Татьяну Антоновну. Вот спас 2018 года, весной, май месяц был, во время паводка. Вот на это мне удостоили медаль Владимира Владимировича Путина за спасение погибавшего. Это мне в 2021 году, в октябре, вручили медаль за спасение погибавшего односельчанка. Еще вместе человек 20 совещания провели, прямой эфир. Владимир Владимирович, вот все главы Российской Федерации, он провел встречу. В Национальном художественном музее состоялась пресс-конференция открытия передвижной выставки «Зураб Церетели. Ода жизни». Выставка посвящена 90-летию со дня рождения президента Российской академии художеств, народного художника Российской Федерации, героя социалистического труда и полного кавалера ордена за заслуги перед Отечеством Зураба Константиновича Церетели. На выставке представлено более 70 графических листов, где каждому зрителю будет неизменно видеться нечто свое. Картины мастера обладают ярким характером, совмещая в себе разные стили и направления. Важную роль в работе Зураба Церетели играют традиции, народная культура и смех. Выставка работает для всех посетителей с 20 января по 10 марта в основном здании музея. Я очень рад, что в Якутск добралась графика Зураба Константиновича Церетели. Главная мысль была в том, чтобы
показать то, что является фундаментом для любого художника. Мы показывали ее в Улан-Баторе, в Улан-Удэ, во многих других городах. К каждой работе нужно подходить как к новелле. Это рассказ. Зураб Константинович очень хороший рассказчик. Он замечательно вспоминает все, как он учился, как в Грузии, в академии, как он встречался с разными людьми. 25 тысяч километров по России за год преодолели путешественники на ярко-зеленом москвиче «Полярнике». Тревел-блогер Алексей Жирухин и арктический гид Александр Еликов заглянули и в алмазную столицу. С какими испытаниями столкнулись в дороге экстремалы и почему путешествовать на старом автомобиле интереснее, чем на иномарке, знает Вадим Ахмадулин. Советский автопром все еще может потягаться с современными машинами. Этот ярко-зеленый «Москвич» «Полярник» 81 года выпуска за год преодолел более 25 тысяч километров российских дорог и приехал сюда, в алмазную столицу, по зимнику из Усть-Кута. Такой маршрут не преодолеть без опытных водителей. На «Москвиче» в алмазную столицу приехали 4 смельчака. Среди них тревел-блогер Алексей Жирухин и арктический гид Александр Еликов. Путешествие по северу для них не в новинку, но на машине старше 30 лет экстремалы так далеко еще не забирались. Мы поняли, что нужно показывать эти путешествия, показывать, что сейчас путешествовать стало еще более доступно. И именно поэтому мы на «Москвиче» здесь, мы решили приехать сюда, в первую очередь зимой, по зимникам, показать, что она гораздо ближе, чем все думают, гораздо доступнее, чем все думают. И оставить его здесь и потом показать летнюю Якутию. Встретили путешественников местные любители ретро-автомобилей, владельцы советского «ЛуАЗа» и еще одного «Москвича». Мирнинские водители говорят, экстремалы вдохновляют рвануть по стране на собственном авто. Этот автомобиль принадлежит моему тестю, ему он достался от его тестя. То есть это фамильная ценность. Это, само собой, вызывает очень приятные ощущения, приятные вообще какие-то чувства. И думаю, мне было бы тоже интересно повторить подобное путешествие, то есть подготовить немного машину, и я думаю, она показала себя очень даже неплохо. А вот путешественники машину совсем не готовили и признаются, поломки случаются каждый день. Чинят «Москвич» на ходу, главное есть опыт и навык. Двигатель родной, поэтому постоянно какие-то проблемы возникают. Радиатор по дороге снимали. Путешествие на такой машине, до старой советской, очень сильно отличается от путешествия на иномарке. Да? На иномарке ты заправляешь топливо, покупаешь кофе и все, и просто быстро перемещаешься. Здесь же ты едешь, во-первых, медленно, во-вторых, на тебя постоянно обращают внимание. И постоянно происходят какие-то ситуации, поломки. Ты постоянно что-то делаешь и знакомишься с местными, с людьми. Мирнинцы показали экстремалам одну из главных достопримечательностей Мирного – памятник первооткрывателям алмазной трубки «Мир». Также гости посетят парк «Живые алмазы Якутии». Следующий пункт назначения – удачный. После команда отправится в Анабарский улус. Последить за их путешествием можно на YouTube-канале блогеров. Вадим Ахмадулин, Илья Шикуля, медиакомпания «Алмазный край». Чуть меньше, чем через месяц в республике состоится финал традиционного фестиваля молодежи «Мусустар». Для того, чтобы мероприятие прошло на достойном уровне, подготовка к нему ведется заранее. Состоялось совещание под руководством заместителя председателя правительства республики Ольги Балабкиной. Участники обсудили, какой объем работ предстоит сделать, какие моменты требуют особого внимания, и общими усилиями составили план работ. На данный момент сформирована дирекция, начаты работы по информированию населения о событии, которое в этом году пройдет немного раньше, чем в прошлом, с 16 по 17 февраля. Любой год он от друг друга отличается. Есть база, от которой мы исходим. И, безусловно, в этом году у нас будет немного другой состав хедлайнеров и тем, кто будет представлять молодежь. И, соответственно, есть традиционные мероприятия, а нововведения мы всегда оставляем за кадром для того, чтобы было интересно. Институт геокультурного развития республики под руководством государственного советника региона Андрея Борисова подготовит открытие, закрытие и культурную программу 8-х международных спортивных игр «Дети Азии», которые пройдут в Якутске. В настоящее время дорабатываются сценарии торжественных церемоний, составляется план работы с творческими коллективами. Напомню, что 8-е международные спортивные игры «Дети Азии» в Якутии станут одним из крупнейших событий в России в области спорта в этом году. Республика соберет будущих звезд мирового масштаба из 25 стран и региональных сборных. Юные спортсмены готовятся вступить в борьбу за 239 комплектов медалей. Ну
Но к высоким достижениям вместе с ГТО с 15 января в специальных центрах тестирования и образовательных организациях желающие могут проверить свою физическую подготовку, сдав нормативы в силовых и беговых испытаниях, с возможностями получить как знаки отличия, так и попасть на Всероссийский фестиваль ГТО осенью этого года. Подробности далее. В рамках первого этапа школьники должны пройти такие испытания, как гибкость, прыжки в длину, поднимание и опускание туловища, челночный бег, силовые упражнения. Второй этап сложнее и требует хорошей выносливости. Сюда входят бег на короткие и длинные дистанции, бег на лыжах, плавание, а также метание мяча и пулевая стрельба. Требования претерпели небольшие изменения. Количество возрастных категорий увеличилось с 11 до 18, охватывая теперь людей с 6 лет до 70 и выше. Если ранее для выпускников школ требовалось выполнить 9 видов испытаний, 4 обязательных и 5 по выбору, то начиная с этого года у них уже будет только 6 видов. 4 обязательных и 2 по выбору. Виды испытаний уже как более послабленные, то есть смягченный вариант сделаны. Поэтому сейчас выполнить на золотой знак намного проще, чем предыдущие года. Надеемся, что все выпускники, которые у нас будут оканчивать школу в этом году, успеют выполнить испытания комплекса ГТО на золотой знак. В прошлом году количество участников составило более 11 тысяч, и планируется, что это число будет далее расти. Чтобы привлечь еще больше школьников к сдаче нормативов, при поступлении в университет знаки отличия ГТО принесут дополнительные баллы. Мы поспрашивали у детей, почему они решили пройти испытания, и узнали, что спорт им нравится, поэтому они и хотели проверить свои силы. Увидел, захотел повторить, как раньше было. Раньше сдавал тоже. Вам нравится заниматься спортом? Нравится заниматься спортом. Почему? Как смысл жизни уже. Я не особо волнуюсь, но я летела на президентские состязания в сентябре. И мы там готовились очень долго, и поэтому легко. На ГТО я участвую в первый раз. Хочу достичь хороших результатов, хочу взять много золота и занять места на городском этапе. Сдать нормативы школьники смогут вплоть до 31 марта. Дети из 4 и 5 возрастных категорий 12-13 и 14-15 лет, показавшие наивысшие результаты, смогут поучаствовать на Всероссийском фестивале ГТО, который традиционно проводится в Международном детском центре «Артек». Марина Захарова, Павел Пахомов, Якутск. В Алдане завершилось открытое первенство по плаванию, ставшее первым спортивным событием года детства. Соревнования были районными, между тем к алданским пловцам присоединились сверстники из Якутска, Мирного и Жатая. Подробности в следующем сюжете. Первым масштабным и ярким событием, объявленного в Якутии года детства, в Алдане стали соревнования по плаванию. Открытое первенство спортивной школы Олимпийского резерва прошло в бассейне «Энергетик». Соревнования стали массовыми. С алданскими пловцами силами померились ребята из других городов Якутии. 160 участников со всего района. А также у нас представитель города Якутска, поселка Жатай, спортивной школы по плаванию. Детишки у нас разного возраста. Самые маленькие у нас 6 лет. Соревнования открыли самые юные спортсмены – дошколята и младшие школьники. Пловцам предстояло преодолеть заданную дистанцию свободным стилем и на спине. Наряду с контролем времени оценивалась техника плавания. За выходящих на старт ребят горячо болели товарищи по команде. Морально поддержать участников соревнований пришли близкие и друзья. Впрочем, родители волновались едва ли меньше, чем сами пловцы. Первые соревнования в жизни, я так вообще переживаю. Надеюсь, что мы добьемся каких-нибудь результатов. Даже если результат будет не тот, на который рассчитываем, все равно это результат. После реконструкции, продолжавшейся 9 лет, бассейн «Энергетик» впервые принял столь большое количество участников. В последний раз такие масштабные соревнования по плаванию в Алданском районе проходили более 20 лет назад. Сейчас спортивные традиции возрождаются. У нас же хорошие традиции были еще в бытность, когда это была собственность ЮАС, так сказать, ДРСК. Очень много было хороших талантливых спортсменов, были мастера спорта подготовленные. Очень много побед было наших. С открытием бассейна в 2021 году популярность водного спорта среди подрастающего поколения продолжает расти. И уже сегодня рассматриваются перспективы развития плавания. Мне кажется, уже в будущем встает вопрос о строительстве еще одного бассейна в городе Алдане, потому что на самом деле потребность в плавании, в развитии физкультуры и спорта в области плавания, она в Алданском районе растет.
Заплывы проходили в течение 3 дней. Сильнейшие пловцы определились во всех возрастных категориях. В спорте, как известно, предела совершенству нет, и соревнования дали возможность каждому спортсмену объективно оценить собственные силы и понять, над чем еще необходимо поработать. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Такое увидели минувшую неделю наши корреспонденты. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.